Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важное предупреждение, что случится резко и неожиданно с вами. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, не забывайте, что отсыпочка у нас общая. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Так, в самом центре у корня рисунка ботиночек смотрит вправо, на ботиночке подковка. Очень удачная дорога, либо очень удачная поездка. Это случится внезапно. Да? Вы не будете готовиться, вы не будете настраиваться. Может быть, до последнего и знать не будете, что вам куда-то нужно будет съездить, либо какое-то место посетить. Как будто бы как-то врасплох, да, застает вас это все. Вы идете, ни во что хорошее не верите, может быть, даже в плохом настроении будете, но вам очень-очень-очень сильно повезет. Вот такая дорога идет. Знаете, вас как хотят предупредить. Будь попроще, да, либо относись ко всему проще. С тобой ничего плохого не будет, только хорошее тебя ждет. И опять же, удача улыбается. Две пальмы на одном острове. Одна пальма чахнет, другая, наоборот, вот буйное цветение идет. Человек, с кем вы долго, например, не знаю, конкурировали, либо за что-то боролись, может быть, вообще как врагами были, врагами, конкурентами. У вас дела пойдут резко в гору, а у того человека начнется резкий спад. Хотя сейчас все выглядит ровно наоборот. Значит, мои хорошие, что произойдет? Человек, который с вами конкурирует, либо враждует, играют против вас какими-то нечестными способами, методами, вплоть до того, что человек может привлекать магию. Магию в борьбе с вами, либо в борьбе в этой конкуренции. Магия, она ведь обманка, да, это такая заманушка. Она перестает работать, и у человека резкий спад, резчайший спад. Все прям плохо-плохо, причем по всем фронтам. А у вас как раз пиковый рост, вперед и вверх. Да, так что не отчаивайтесь, и на вашей улице будет праздник. Прекрасный, светлый, добрый, долгий праздник. Вот. Справедливость будет восстановлена. Ну, с магией как бы опасно играть, и уж тем более не стоит доверять магии. Это все обман, это все от лукавого. Вот и у вас так в жизни отыграется. У вас рост пиковый, а у того другого человека резкий спад. Ну, причем как-то необратимо это все будет. Необратимо. Мужчина женщине в чем-то признается. Признается в том, в чем не мог долго признаться, либо не хотел признаваться. Женщина, услышав это признание, становится самой счастливой. Как будто бы мечта сбывается. Как будто бы, ну не знаю, в лотерею выиграла. Мужчина признается в своих чувствах, делает ей предложение, как будто правду ей расскажет. Ну, мужчинка сумеет вас порадовать, признавшись вам в чем-то очень-очень сильно сокровенном. И еще для семейной пары мужчина женщине сообщит о какой-то лошади, горцующей лошади. Лошадка небольшая, но она горцует. Но это что-то связано с работой, с доходами, с деньгами. И женщина такая: о боже, неужели? Какая радость, какое счастье. Да, хорошие новости. Знаете, как ничего не предвещает, и тут мужчина такой: а вот ты знаешь, хочу тебе кое-что рассказать. Рассказывают, и вы такая понимаете, что голова от счастья кружится. Все замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Так, какая-то ситуация потребует вашего вмешательства, вашего
полного погружения, и от чего-то вам придется отказаться. Ситуация, событие, может быть даже какая-то проблема, не обязательно ваша, может быть чужая проблема, но вы в ней будете просто вот купаться, окунаться в нее будете. Сложное дело. Внешне выглядит что-то легкое, несущественное, незначительное, но стоит копнуть и понимаете, что там работа непочатый край. И вы чем-то будете даже как жертвовать, да, что-то отодвигать, менять, может какую-то ротацию проводить. Будете заниматься этой проблемой. Кстати, очень успешно. Какие-то очень полезные навыки наработаете, получите, усвоите. То есть вам это еще пригодится, не раз пригодится, а может быть вы, решая эту проблему, еще и себя найдете. Ну, честно говоря, придется повозиться, но у вас азарт появится. Вы такая, не сдамся, пока до ума не доведу, пока не решу, не сдамся. Но все хорошо закончится, чистые пути, чистые выходы. Кто-то неожиданный выйдет на связь, очень неожиданный, даже, я бы сказала, маловероятный человек, с кем вы когда-то давным-давно, несколько, может быть, даже и лет назад общались, а может быть, даже и десятков лет назад общались. Как-то этот человек на вас выйдет, как найдет вас, разыщет. Вы не сразу и поймете, кто этот человек, да, не сразу узнаете, но потом будет приятно, что этот человек вас нашел. Как восстановится связь между вами и этим человеком. И эта связь, она будет развиваться. То есть это не просто вот вы нашли друг друга и пообщались. Нет, дальше будет больше. Может быть, встретитесь, да, этот человек к вам приедет, либо вы к нему, к ней поедете. Может быть, даже вместе что-то начнете делать. Но это, кстати, хороший знак, хороший. Вас найдут, именно вас находят. С левой стороны находка идет, что-то найдется. Вы все разные. У кого-то отыграется, что вы что-то найдете. Ну вот случайно будете идти и найдете. А у других отыграется, что это ваша вещь и она найдется. Может быть, кто-то найдет и вам принесет. Но это что-то хорошее, это что-то приятное, то, что вы можете себе оставить, либо то, что вы можете потом использовать, либо даже за это вознаграждение получить. Ну, допустим, вы чью-то вещь нашли, и там хозяин объявился. Вам хозяин говорит, вот спасибо, что вы там сохранили, дает вам, например, денежку. Либо это ваша вещь, да, которую вы потеряли, либо где-то забыли, вам ее возвращают, и вы дальше пользуетесь этой вещью. Это будет очень приятно, и вы, не знаю, то ли в чудеса поверите, то ли допускать станете, что чудеса все-таки случаются, происходят. Шумные люди успокоятся, утихомирятся. Ну, шумный, кто может быть шумный? Соседи могут быть шумные, могут быть скандальные родственники, могут быть коллеги неадекватные. Люди, которым все было нипочем. Тут несколько человек, 2, 3, 4. И так может отыграться. Вот прям невозможно было на них воздействовать, невозможно было призвать к порядку, невозможно было никак их успокоить. А тут, смотрите, тише воды станут. Вы даже подумаете, что они куда-то съехали, переехали, пропали. Нет, они просто успокоятся, чего-то испугаются и будут вести себя как эти мыши. Да? Мыши тихо будут шуршать только. Для вас это тоже хорошее событие, потому что голова от этих людей, стресс, голова, бессонница, какой-то дискомфорт вы постоянно ощущали. И руки у вас опустились, потому что вы не смогли их успокоить, вы не смогли на них воздействовать. Но что-то другое на них будет воздействовать, вот действительно надежно, да, успокоит, утихомирит. Кстати, у кого, например, дети шалят, подростки, например, дети, такие вот непослушные, своенравные, переходный возраст, да, найдется такой инструмент, найдется такой подход. Опять же, это не ваш инструмент, подход чей-то, кто ваших детей приведет в норму. Да, дети успокоятся, дети будут вести себя как вполне себе нормальные, приличные, воспитанные детишки. Хорошее событие, очень хорошее. Фонтан бьет в другую сторону. Вам кто-то что-то пожелает, либо пожелал, да, вот, знаете, в сердцах люди говорят, да чтоб тебе там, и буквально, не знаю, в тот же день, может быть, в течение какого-то короткого срока, именно тот, кто пожелал, тот, кто и получит. Вот это будет шок, а вот это будет шок. Тут даже мурашки будут по коже бегать. Вы скажете, о, чудеса, да? Обраточка, моментальная обратка.
Но человек не имел права, скорее всего, вам этого желать. Либо у человека у самого рыльца в пушку. И вот человека наказали его же оружием. Ну, прям как-то на ваших глазах это все произойдет. Либо в очень короткий срок, и вы все узнаете. Вам желают, и тот, кто желает, это же получает. Ну, а вы идете дальше по жизни. Так, удивляетесь, конечно, улыбаетесь. Ну вот, моментальная обраточка. Ну, либо как Бог шельму метит. Так, еще у вас здесь стрекоза с левой стороны. Стрекоза на самом деле знак перевоплощения, перерождения, выхода на новый уровень. У стрекозы одно крылышко раскрылось, а другое еще не высохло. Либо это вы, либо кто-то из ваших близких. Человек меняется. Меняется, причем меняется качественно и меняется в лучшую сторону. Вот. Это тоже будет очень необычно и как-то резко будет происходить. Ну, допустим, еще сегодня человек там пьет как не в себя, а завтра говорит: все, я на спорте, я не пью, я там жёст, да, все как полагается. И вы такая: не могу поверить. Ну, либо вы, да, либо вы, может быть, вы тоже там страдали от каких-то вредных привычек. Да, это же не обязательно там алкоголизм. Может быть, вы там сладкое любите, либо все такое жирненькое, неполезное. Может быть, вы спорт не уважаете, а может быть, вы на себя забили. Да? Ну, все бывает. Как-то вот резко в один день все поменяется. Человек резко меняется. Так, кто-то большой, сильный, большой, уверенный в себе. Дает вам 2 руки. Но здесь могут и помогать, и также могут для вас что-то делать. Человек вам не близкий, не родной, не свой. Но с этим человеком вы как-то все-таки контактируете, либо недавно совсем контактировали. Вопреки сложившейся ситуации между вами, да, все-таки вы не близкие люди, человек протянет вам не просто руку, 2 руки протянет. И вам будет очень-очень сильно приятно. Руки щедрые, кстати, мощные, щедрые руки. Да, человек сам по себе очень большой. Ну, либо высокую должность занимает, ну, либо действительно ростом высокий человек. Сильная жизненная позиция идет. Так, а здесь прям какой-то душ, неожиданно душ холодный, такой, знаете, отрезвляющий, приводящий в себя. И вы под этот душ попадете. Вы все разные, отсыпка общая. Но вот идет такое стойкое ощущение, что вы в ком-то либо в чем-то очень сильно заблуждаетесь. И либо, возможно, в какой-то момент вы сбились со своего правильного пути, ориентиры у вас сбились. Ну вот человек заблудился, заблуждается, не о том думает, не тем занимается. Вот сбой системы, да, произошел. Холодный душ. И вы приходите в себя, и у вас как глаза открываются. О Боже, что же я делала, чем же я занимался, куда я иду, мне туда не надо. С этим человеком зря я связалась, либо связался. Вы знаете, как-то резко это произойдет. Но холодный душ, отрезвляющий, приводящий в себя. И вот вы под этим душем окажетесь. Это может быть что угодно. И также может быть вот правда в лицо, да, когда вы с реальностью сталкиваетесь, либо вам правду в лицо говорят. Да. Если так не понимаете, то прям в лицо. Вот. Либо, может, увидите, да, что человек там поганенький, либо чем-то не тем занимается, либо последствия чего-то увидите. Ну, это будет резко, и у вас прям поджилки будут трястись. Но это на благо вам пойдет. Это влияет на вашу жизнь, на вашу судьбу, потому что фрагмент у вас в центре вышел. Зубы, чьи-то зубы летят. Это, кстати, не первый раз я вижу. Зубы, именно клыки. Кто-то клыки теряет. Ваши недоброжелатели, враги, либо сильные люди, опасные люди теряют клыки. Но обычно чем зверь рвет свою добычу? Клыками. И вот видите, клыки выпадают. У кого-то страшного, опасного выпадают клыки. Причем, знаете, как-то одним моментом выпадут. Одним моментом. Не могу сказать, что к этому подведет, приведет, но клыки зверь потеряет. Женщина красивая, маленькая, такая вся из себя картиночка. Женщина, которая с пустой личной жизнью. Сразу 2 мужчины с 2 сторон, справа-слева.
ее начинают, не знаю, уговаривать, соблазнять, предлагать себя, любовь, счастье, брак. И женщина начинает теряться. Девушки, хорошие мои, ну что ж вы так, а? Выбирайте лучшего и счастливой становитесь. 2 мужчины, достойных мужчин. Один справа, другой слева. Но вплоть до того, что один свой местный, а другой может быть какой-то там иностранный, либо из другого города. Ну не теряйтесь, это ваша звездочка. Видите, вот она, вы стоите, один мужик, другой мужик. Кстати, тот, который местный, он прям с лопатой. Ну крутой какой-то, прям богатенький. Либо есть что предложить, да, на лопате будет предлагать. На лопате это значит много. А тот второй, он прям более такой элегантный, интеллигентный. И он птицу вам предлагает, значит, куда-то с ним ехать, лететь. А этот здесь, значит, с лопатой, а тут поехали, полетели. Видите, звезда над вами горит. Это ваш звездный час. Выбирайте, не бойтесь. Пришло время становиться счастливой. Не бегите вы от этих мужиков, а выберите лучшего. Ну, либо 2 попробуйте, испытайте, с тем пообщайтесь, с этим пообщайтесь. Выбирайте, не упустите свою звезду. Звезда быстро по небу летит. У вас какое-то ограниченное время будет на то, чтобы сделать свой правильный выбор. Хотя и тот мужчина хороший, и этот мужчина. Все зависит от вас. Хотите целиком и полностью жизнь поменять? Идите с тем, кто с птицей. Да? Летите в его страну, едьте в его город. Там у вас все будет с чистого листа. Хотите остаться, где живете, вот этого с лопатой выбирайте. Он попроще в плане там, интеллекта, либо там, галантности, манер. Но, тем не менее, у него все лопатами, понимаете, все лопата. Любовь целая лопата, деньги целая лопата. Ну, такой зажиточный. Вот, выбирайте. Время пришло счастливой стать. Ваша звезда загорается. Так, еще вижу, что-то вы будете заклеивать, чинить, ремонтировать. Какие-то дырки устранять в своей жизни, может быть, на какой-то вещи, что-то вы будете делать, и у вас будет получаться, и этому вы будете безумно радоваться. Смотрите, дырки, также и по здоровью могут быть проблемы, да, дырки по здоровью. Вы что-то делаете, как склеиваете, либо сшиваете, у вас получается, и у вас улыбка. Хороший на самом деле знак, еще и с вашей стороны выходит. Тоже, знаете, как время пришло. Время. У вас в загаданный срок много событий произойдет. Произойдет то, чего вы очень долго ждали, либо то, о чем вы мечтали, но к чему окажетесь по факту не готовы. Поэтому будет казаться, что вот врасплох, неожиданно, резко, но вы ничего не пугайтесь. Научитесь брать от жизни, научитесь брать от судьбы. Не отвергайте, а именно берите. Берите все, все пригодится. Хорошие здесь знаки. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.